Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Необычная разработка будет распознавать больного коронавирусной инфекцией на фестивале Мусустар. В Ленском парке завелся соболь по имени Леха. Жителей Алжира к такому не готовили. В стране выпал снег. На фестивале Мусустар впервые применят программу, распознающую коронавирус по кашлю. Программное сопровождение на основе искусственного интеллекта будет работать на входе в Центре спортивной подготовки «Триумф». Также отмечается, что на базе фестиваля планируют задать стандарт проведения мероприятий в постковидную эпоху. На участие в Мусустар онлайн уже зарегистрировалось 12 тысяч человек. На самом мероприятии будет порядка 4 тысяч. Безусловно, интерес очень большой. Люди соскучились по праздникам, люди соскучились по фестивалям, по общению, в конце концов. И, конечно, мы проводим все мероприятия в любом случае с соблюдением всех ограничительных мер. У нас эпицентр мероприятия – это наш крупнейший спортивный комплекс «Триумф». Там будет до 75% общих посадочных мест, загрузка, да. Фотограф из Бельгии, побывав в якутском городе Удачный, опубликовала свои работы в журнале Афиша Дейли и в своем инстаграм-аккаунте. Проект фотографа отличается документальностью, минималистичностью и урбанистическими мотивами, а героями снимков стали обычные дети. По словам девушки, ее серия работ стала данью уважения жителям Удачного, живущих в суровых климатических условиях севера. В Ленске завелся соболь. Его обнаружили сотрудники городского парка. Зверька начали подкармливать и дали имя Леха. Откуда в парке появился соболь, неизвестно. Леха достаточно близко подходит к людям и позирует на камеру. Но милый пушистик все же хищник. Угрозой для человека соболь не является, так как он хищник и в его рацион питания входят мелкие млекопитающие птицы, то для белок, обитающих в городском парке, он может стать угрозой. Парк – это не дикая среда обитания, поэтому соболь рано или поздно все равно покинет территорию парка. В селе Улахан-Мунку Алекминского района в этом году группа молодежи решила построить ледовый парк. Учитывая пожелания посетителей, предприниматели здесь организовали все необходимое для отдыха. Елена Фаст подробнее о предложенных развлечениях. Весенние денечки – настоящее раздолье для ребятни. В местности села Улахан-Мунку им есть где выплеснуть свою неуемную энергию. Издалека слышны счастливые визги. Это с ледяной горки длиной в 100 метров один за другим летят раскрасневшиеся малыши, довольные родители, которые приезжают сюда и из города, и из близлежащих сел. Второй раз уже. И как у вас впечатление? Вообще отлично. И детям нравится, и нам нравится. Вообще прекрасно. Что больше всего понравилось? Ой, тут все нравится. Тут все, и катание на банане, и на ватрушках, на всем, что хочешь. Все нравится, вообще все. Дети отсюда прям уезжать не хотят. Отдельный восторг – это катание на банане. Ребятню не смущает глубокий снег и расстояние. Что тебе нравится больше всего здесь? Здесь? Ага. Шарик. А еще? Так. Горки вон те такие большие. Здесь же горка для малышей, огромный шар Зорби, ледяные фигуры. Все это дело рук молодежи села Улахан-Мунку. Отец в 2007 году построил парк. После этого работали, потом они перестали, и мы взялись, молодежь Улахан-Мунку. Сколько вас человек и насколько много времени заняла вся подготовка? Почти месяц работали. Это минус 55-60 там работали. Сколько нас? 5 человек. 5 человек. 6 человек. Кто хочет, всегда найдет применение своим рукам и фантазии. При этом гарантирована занятость и удовольствие для всех. Все под руками, нужно только потрудиться. В субботу, воскресенье бывает
доходит до 300 человек, 400 человек. Ну, вот так примерно, да, суббота, воскресенье. А будние дни мало. Ну, где-то 50, 60 там бывает. А потом она растает. Есть какие-то фантазии на будущее? Да, есть, планы есть. Ну, летом хотим что-нибудь тоже. Ну, планы есть, будем реализовать, действовать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Жители поселка Черский Нижнеколымского района стали свидетелями прогулки куропаток. Причем заметить птиц тяжело, белые перья едва заметны на фоне снега. Однако, по словам местных жителей, увидеть куропаток утром по пути на работу весьма обычное для них дело. Что именно привлекает птиц в поселке, остается неизвестным. Снег, неожиданно выпавший в Алжире в конце марта, заставил местных жителей забыть о коронавирусе. Жители Алжира, позабыв об ограничениях и работе, в понедельник высыпали на улицы для того, чтобы насладиться редким природным явлением. Особенно много снега выпало в национальном парке Хриа, что неподалеку от столицы страны. Он находится на высоте 190 метров над уровнем моря в предгорье Атласа. Заповедник, известный своими кедровыми лесами, на этой неделе превратился в лыжный курорт. Причем снег тут иногда выпадает, но зимой. Но этот сезон выдался аномально теплым. Тем неожиданнее оказался каприз погоды в этот понедельник. Тем не менее, как бы холодно не было сейчас, лето синоптики прогнозируют теплым. Некоторые месяцы и вовсе с дефицитом осадков. Также, по словам специалистов, в регионе ожидается засушливый август. В целом летняя температура на всей территории России будет около и выше нормы. Ну а на сегодняшний день в Якутске минус 14, минус 16 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. На территории республики небольшой, местами умеренный снег. 25 марта на Колыме и юго-востоке местами порывистый ветер до 9-14 метров в секунду. На западе и юге минус 8, минус 13 градусов. Днем минус 1, минус 6, местами 0, плюс 5 градусов. Оттепель. Это были самые холодные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи.